Альбина Дзаблаева уже 15 лет возглавляет Северо-Остинское отделение общественной организации Объединения многодетных семей России. В подопечных несколько тысяч многодетных и малообеспеченных семей. Сегодня Альбина Хасановна в нашей студии. Здравствуйте, Альбина Хасановна. Добрый день. Альбина Хасановна, расскажите о своей организации, когда и кем она была создана. Ну, вы уже подметили, это было 15 лет назад. Это было наше общее решение с моим супругом. Тогда у нас было 8 детей. Да, и в 2007 году мы обратились за помощью в какую-то общественную организацию, и нам не помогли. И, если честно признаюсь, было немножко обидно мне, потому что люди, которые пришли к нам домой, они сказали, что таким семьям они не помогают. То есть, если семья благополучная, если дети ухоженные, если дети опрятные, и порядок, и чистота, то таким семьям они не помогают. Было, конечно, обидно мне, и мы с супругом Георгием Михайловичем решили создать организацию по многодетным семьям. Но Бог так чудесно усмотрел этот вопрос, что мы сами уже и устав, я сама напечатала все, подготовили цели, задачи, все пункты. Но так чудесно Бог усмотрел, что позвонили с Министерства труда и соцразвития РСО-Алания и предложили мне возглавить такую же организацию, какую я собиралась открывать. То есть я хотела открыть регионального уровня, но предложили общероссийскую общественную организацию возглавить структурные подразделения в нашей республике. Страшно было на первом этапе? Конечно, страшно было, Лена, потому что я 20 лет дома просидела, я занималась воспитанием детей. То есть для меня самый главный вопрос это было достойное воспитание детей. То есть у меня дети ходили и на спорт, и на музыку, поэтому благодаря нашим усилиям, нашему труду с моим супругом у нас в доме есть все профессии почти. Альбина, обычно женщинам, которые даже 2 года просидели в декретном отпуске, бывает сложно выйти на работу, а вы занялись общественной деятельностью уже после того, как у вас появилось 8 детей. Где вы находили силы, кто вам помогал, откуда эта смелость? У меня супруг очень хороший, и, наверное, весь секрет нашей благотворительности, наших стремлений заключается в любви. В любви. Потому что без любви, я думаю, что ни одно дело не может совершаться настолько грамотно, настолько успешно. И, конечно же, все в руках у Бога. То есть вас постоянно поддерживал муж, и это давало вам силы, да? Да, меня очень сильно поддерживал супруг мой. И у нас бабуля очень хорошая, Дегурова Галина Базыровна, она очень помогала, она детишек очень любила. Поэтому всякое, конечно, бывало в жизни, но я всегда была счастлива. Это самое главное. Альбина, какую помощь вы оказываете многодетным семьям и с какими просьбами к вам обращаются люди? Просьбы бывают разного характера. В основном это гуманитарная помощь, финансовая помощь. Но все зависит от того, какое время года. Часто просят форму одежды, к примеру, к 1 сентябрю очень много заявлений, чтобы мы оказали, помочь ребенку, семье подготовить детей к новому учебному году. Ну, я знаю, что вы уже не первый год готовите многих детей к новому учебному году, вы обеспечиваете их и школьной формой, и канцтоварами, и ранцами. Да, и обувью. Все необходимые предметы школьные мы оказываем помощь. Что касается в общем нашей благотворительной деятельности, я хочу сказать, что у нас 2 направления. Это благотворительная помощь и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений. То есть я сама пишу социально значимые проекты,
Мы 6 раз были победителями общероссийского конкурса президентских грантов. 2 из этих проектов были межрегиональные. Первый проект назывался «Возьмемся за руки, друзья, и скажем миру да» на 4 республики Северокавказского региона. И другой проект назывался «Мы пред будущим в ответе. Наши будущие дети». Это проект мы реализовали с Чеченской Республикой. Расскажите подробнее об этих проектах, в чем они заключались. Это уникальные проекты. Я еще не встречала таких проектов. На самом деле это тот короткий путь, когда дети могут дружить разных национальностей, дети могут приезжать друг к другу в республику другую, да, в гости. К примеру, вот с Чеченской Республикой, вот этот проект «Мы пред будущим в ответе. Наши будущие дети», у нас было такое мероприятие куначество. Мы пригласили детей с Чеченской Республики к нам в гости. 3 дня мы проводили различные замечательные мероприятия в молодежном центре «Барс». В Феокдоне у нас были и экскурсии. Я вот хочу заметить, что изначально вот они были 3 дня у нас. И вот приехали, конечно же, представители Министерства национальности Чеченской Республики были у нас, гостили. Они были просто в восторге. Настолько дети сдружились, несмотря на то, что вот первый день какие-то амбиции были, вот, ну, понятно, да, подростки, даже у взрослых детей бывают амбиции, а тут подростки, но они настолько сдружились, что дети с Чеченской Республики танцевали осетинские танцы, а наши парни и девушки танцевали чеченские танцы. Они не хотели расставаться. Мы, когда их провожали, они прямо обнимались, там плакали. Вот. И вот первый проект тоже, что касается гармонизации межнациональных отношений. Вот первый проект тоже у нас был 3-дневный фестиваль. Тогда мы, представляете, Лена, мы в 4 республиках провели конкурсы, 2 конкурса. Первый конкурс это назывался на мини-спектакль «Мир вашему дому, с миром принимаем». А второй конкурс был на лучший рисунок «Должны смеяться дети, в мирном мире жить». А регионы в своих муниципальных округах провели эти конкурсы, потом вынесли на республиканский уровень и потом на региональный уровень эти конкурсы мы вынесли. И приехали сюда победители, у нас целый состав жюри был. Ну, в общем, все было замечательно, фейерверки, все. Вот. До сих пор мы дружим со всеми этими республиками, и дети, даже есть группы в WhatsApp и с Чеченской Республикой, вот дети общаются, и вот с другими республиками тоже. Ну, очень важное направление вашей работы. Я поняла, что вы знакомили с Осетией ребят из других регионов, да? Да, у нас, кстати, в молодежном центре «Барс» там даже доспехи вот кавказского народа, вот эти вот народные игры были, очень интересно было. Это вот первое направление, но вот что касается благотворительности, это, конечно, времени не хватит, чтобы я все это рассказывала. Значит, у нас ежегодно бывают поэтапные акции, это «Чужих детей не бывает», «Твори добро», «Ты не одинок», «Рождественские снежинки», там «Тепло и сердец для милых мам». Кстати, впервые вообще, ну, по России я знаю только несколько регионов, которые проводили мероприятия для отцов. Значит, у нас мы проводили замечательное мероприятие для отцов «Доблестные защитники отцы». Вот. И слава Богу, что... Отцы активно принимали участие? Да, да. У нас даже был такой конкурс на это мероприятие. Значит, мы детей пригласили, и такое задание задали мы им, чтобы они своих отцов нарисовали.
И тут, значит, приходят отцы, сидят, и такой конкурс был, чтобы отец узнал сам по Свой портрет. Да, по рисунку себя. Ну, конечно, кто-то узнавал, кто-то не Справились, узнавал. Один многодетный папа, зубной врач, и ребенок нарисовал большой зуб. Естественно, он встал и сказал: это, по-моему, я. Да, ну, вот так вот. Весело проводите время, Да. весело и с пользой. Альбина, если взять период вашей деятельности, это уже 15 лет, что поменялось в многодетных семьях? Изменились ли запросы? Что вообще изменилось? Я хочу сказать, что за последнее время есть очень много хороших государственных программ в поддержку многодетных малоимущих семей. К примеру, в 2021 году Северная Осетия стал пилотным регионом по программе «Федеральная борьба с бедностью». Очень много хороших проектов было написано через заключение социального контракта. Есть очень много хороших проектов, но несмотря на это, конечно же, много обращений. Вот, к примеру, мы недавно посетили Иравский район, село Лискен. Там в одной семье папа умер, и 6 детей остались сиротами. Вот, мы поехали, промониторили, посмотрели, в каких условиях люди живут. И семья вот строит дом сейчас. Вот сейчас будем стараться строительным материалом их поддержать. Вот. А так в течение года еще хочу вот такой хороший момент у нас. Мы уже в течение нескольких лет мы многодетным семьям дарим бытовую технику. Вы, наверное, слышали. Да, мы не один раз слышали об этой акции. Да. Очень хорошая акция на самом деле, когда многодетные семьи могут получить именно ту технику, которая им необходима, вплоть до отопительных котлов. Да, у вас да, были да. подарки. Вот буквально в 2021 году у нас 3 акции было. Холодильники, стиральные машины. Есть у нас на учете состоит семья, где ребенок инвалид, и газовой плиты у семьи не было. Мы приобрели, конечно, до слез. В общем, конечно, много печальных картин, но мы для того, чтобы людей поддерживать, помогать. Конечно, я вообще хочу сказать, что благотворительность – это состояние души. Да, это выбор каждого, Да. индивидуальный выбор каждого. Альбина, ну все-таки в целом вы замечаете позитивные изменения, насколько я поняла, да, благодаря мерам господдержки, которые стали оказывать в последние годы. Да, конечно, конечно. Альбина, вы упомянули о том, что ваша организация выиграла несколько президентских грантов. На что вы их реализовали? Вот я еще хочу, если вы позволите, привести такой беспрецедентный проект у нас. Это проект «От сердца к сердцу». Это благотворительный проект. Мы, значит, в рамках этого проекта посетили все районы, исследовали многодетных семей, вплоть до того, что имеется в многодетной семье коровник или нет. В чем главный смысл вообще этого проекта был? То есть организацией нами закупаются коровы, мы закупили коровы и подарили на основании договора эти коровы. То есть семья не имела права в течение 3 лет продавать, дарить, резать эту корову, а первый приплод 6 месяцев они кормили, мы потом с семьи забирали и точно так же на договорной основе дарили такой же малоимущей семье. И хочу заметить, что 5-е поколение от этих коров мы до сих пор раздаем. К сожалению, немного осталось, но слава Богу за то, что есть. Да. Ничего себе, 5-е поколение этих коров. Я помню, когда вы раздавали 1-е поколение коров. Это на самом деле было хорошим подспорьем для многих многодетных семей, живущих в сельской местности. Люди искренне благодарили. Я даже не знала о том, что акция действует до сих пор. Я хочу отметить одного человека, нашего постоянного спонсора, это Юлия Серых.
благодаря которой, Лена, мы совершенно недавно, это в 2021 году, купили 5 коров. Мы точно так же, на такой же основе договорной, мы их передали многодетным малоимущим семьям. Правда, пока первого приплода я не видела. Я думаю, в скором времени вы его увидите и также будете реализовывать этот проект и дальше. Альбина, сейчас очень много неполных семей, но семей немногодетных, там, где 1-2 ребенка, но при этом нет, например, папы в этой семье. Такие семьи могут рассчитывать на вашу помощь и поддержку? Честно признаюсь, мы, конечно, больше акцент делаем на многодетных семьях. Я даже скажу, что мы семьи с 3 детьми сняли с учета. Почему, объясню. Потому что с количеством 3 детей очень много. И, как правило, нет таких ресурсов, чтобы охватить всех. Поэтому остаются некоторые более нуждающиеся семьи, но мы берем на учет те семьи с 3 детьми, у которых там кормильца нет, значит, или ребенок инвалид, не дай бог, вот, могут обращаться к нам за помощью. Я знаю, что вы оказываете помощь семьям, где и 9, и даже 14 детей. Расскажите, пожалуйста, об этих семьях, о тех семьях, где столько детей, но при этом семья полностью положительная, показывает собственным примером, показывает, что можно и нужно жить такой большой дружной семьей. На самом деле, Лена, у нас в Северной Осетии очень много больших, дружных, благополучных семей. Да, и вы правильно подметили, что есть семья, где 14 детей. У них, они живут в Беслане, Кадзаево, у них дети все чем-то заняты. У них есть и скрипачи, они и на фортепиано дети ходят в разные кружки, и еще вот в Алагирском районе тоже, можно очень много примеров приводить. В Алагирском районе тоже есть семья, где вот дети ходят и на олимпиадах в школе участвуют, и ходят на скрипку, на фортепиано. Да куда далеко ходить? У меня дети все тоже и на музыку ходили, у нас есть и скрипачи, и флейта есть, и фортепиано есть, и врачи есть, и дизайнеры, архитекторы. То есть... Альбина, раз уж вы привели в пример собственную семью, я не постесняюсь спросить, как вы решились стать мамой 9 детей? Это же такая колоссальная ответственность и огромный труд. Да, Лена, это огромнейший труд и колоссальная ответственность. Мы совершенно недавно в кругу семьи общались, и я вспоминала, как я родила первого ребенка, Свету. Ой, какие у меня переживания были. Думала, Господи, это же какая ответственность. Да вдруг что-то я не так сделаю. У меня мама работала в библиотеке, она всю жизнь в библиотеке проработала, и она мне подарила книгу «Первый год жизни младенца». Как-то вот так называлась эта книга. Я вот каждый вечер читала, так завтра, какие процедуры, что надо делать. Это реально большая ответственность, и, конечно же, ты переживаешь за каждого ребенка, ты переживаешь, что ты в воспитании что-то упустишь, не дай бог. Поэтому я всегда старалась спорт, музыка, потому что музыка плохих детей никогда не воспитает. Музыка очень хорошо воспитывает детей. Поэтому у меня все девочки ходили на музыку. Вот, так. Когда вы решили стать многодетной семьей, сталкивались ли вы с осуждением общества? Ведь зачастую многодетные родители признаются, что сталкиваются с давлением близких, знакомых, друзей. Конечно, я тоже сталкивалась. И все на меня как на белую ворону смотрели. Пока дети были маленькие, конечно, было очень трудно. Но я, как уже сказала выше, и бабуля нам помогала, и супруг у меня прекрасный, он всегда был рядом.
и он сам детей отвозил, кого на тренировки, кого на музыку. Вот. Ну, были очень большие осуждения, были и слезы, и переживания какие-то, но слава Богу, что вот эти осуждения не подавили во мне то прекрасное, которое во мне зажигалось всегда. Как вы с этим справлялись? Что вы посоветуете женщинам, оказавшимся в такой ситуации? Что я посоветую женщинам? Значит, женщина, само слово, это уже говорит как-то о большой любви. Я когда замуж выходила, мне мой папа всегда говорил, что женщина – это хранительница очага. Для меня авторитетом всегда был мой папа, моя мама. Папы, к сожалению, рядом уже нет, но мама, слава Богу, жива. И всегда для меня и в моей голове, и в сердце всегда до сих пор живут слова моих родителей. Поэтому я и своих детей так учу. Понимаете, как люди разные, очень разные люди. Но все-таки я убеждена, и никто меня не переубедит в одном, что вся наша жизнь строится на любви. И все зависит от самого человека. То есть, да, было трудно, конечно, было обидно. Было обидно, потому что я 20 лет дома сидела, я занималась только воспитанием детей. Но во мне настолько, на самом деле, безграничная любовь была к моим детям, к моему супругу, к моей семье. То есть семья для меня – это все, это моя жизнь, это моя жизнь. И хочу сказать, что, к большому сожалению, сейчас многие женщины так и не думают. А на самом деле проблемы в обществе исходят из семьи. Ребенок выносит из дома то, что получает и чем питается в доме, вот то и выносит на улицу. Да, я согласна с вами, что счастливый ребенок, наверное, превратившись в взрослого, не сделает плохого. Конечно. А несчастный ребенок может. Я хочу сказать, что мои дети никогда, да, были сложности, конечно, это же дети, это же такие дети, как и у других, такой же подростковый возраст, как и у других, но мои подростки и мои дети никогда на улицу не убегали. Никогда. Они всегда знали, что они могут прийти, и что бы они ни натворили, они могут рассказать своей маме. Я могу поругать, но они всегда понимали и знали, что даже мое ругание связано с большой любовью к ним. Альбина, где вы берете силы и вдохновение заниматься не только семьей, но и работой? Ну, вы, наверное, знаете, что я верующий человек. Я очень люблю Бога. И я считаю, что любой родитель должен учить своих детей любви к Богу и страху. Без этого никак. Никак не обойтись без этого, особенно в наше тяжелое время. Я поделюсь немножко своим секретом. Вот сейчас стартовал президентский конкурс на гранты, и мне очень хочется взять тему нравственно-духовного воспитания наших детей. И если получится, и Бог даст, буду рада. Я надеюсь, что вы напишете этот проект и обязательно выиграете грант и реализуете его. Альбина, помимо вашей активной общественной деятельности, я знаю, что вы еще являетесь руководителем комплексного центра социального обслуживания Иристонского района, также состоите в Народном фронте, где являетесь сопредседателем. Вот как вы совмещаете семью и карьеру? Но сейчас мне, конечно, легче намного, потому что дети подросли, все сами делают, они и убирают, и стирают, и готовят. Я ни за что уже не переживаю. То есть пожинаю свои плоды, так скажем, если можно. Значит ли это, что женщине можно начинать строить карьеру только после того, как дети вырастут?
Конечно, можно. Никогда не поздно заняться собой. Альбина, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в нашу студию. Я думаю, для многих женщин вы являетесь источником для вдохновения. До новых встреч. Спасибо большое, Лена, что вы пригласили меня. И в свою очередь я хочу пожелать мира, добра, благополучия всем и здоровья.